Теплицы Саюри – это ВЭФ. Волс в Арктике – это тоже ВЭФ. Ветродизельный комплекс в Стиксе – это ВЭФ. Новые микрорайоны в Якутске и крупнейших городах республики – это тоже ВЭФ. Ежегодно республика на полях форума заключает важнейшие соглашения, благодаря которым в регионе появляются инфраструктурные, промышленные и социальные объекты, которые напрямую влияют на качество жизни каждого жителя Якутии. Прошедший в минувшем году форум не стал исключением. Рекордные 30 соглашений на общую сумму свыше 330 миллиардов рублей. Достаточно большой и существенный объем этих соглашений позволил нам в этом году приступить к реализации таких крупнейших проектов, как, например, Кичузский золотопромышленный кластер. Не будем забывать о социальных проектах. В прошлом году было подписано соглашение в рамках форума с корпорацией ВБРФ по реализации целого ряда проектов образовательной сферы, ГЧП, концессионных. В частности, по проектам прошколы были подписаны соглашения. В этом году уже начато строительство. И что особенно важно, соглашения, принятые на форуме, не откладывают в долгий ящик. Например, строительство атомной станции малой мощности на севере Якутии обсуждалось на полях ВЭФ-2022. А уже в августе этого года в Усть-Куйге состоялось торжественное открытие поселка строителей, которые будут возводить атомную станцию. Я уверен, что будут строиться и новые электростанции, все строятся они по плану. И, безусловно, вот та огромная экономия дизельного топлива, которая идет сегодня, это не только вклад на огромную экологию поселков, но это, конечно же, и прямые уже выгоды для энергокомпаний. Каждая тонна, она для обычных других регионов, наверное, это чуть ли не 10 тонн. И это далеко не единичный пример. Помимо промышленных и экономических проектов, Якутия на ВЭФ-2022 уделила большое внимание развитию туристического потенциала региона. Это и соглашение с рядом регионов Дальнего Востока, и крупнейшими туроператорами России. Как результат, уже через год эксперты отмечают значительное увеличение турпотока в республике. У нас с каждым годом развивается. Количество туристов с каждым годом все больше и больше становится. Это и экстремальные туристы, и те люди, которые приехали за познавательным туризмом, экотуризмом и за этнографическим туризмом. В последнее время больше людей из Владивостока, с Приморского края, Хабаровского края. Ну и, само собой, с центральной России тоже приезжает. В рамках форума этого года Якутия планирует заключить около 30 соглашений с привлечением инвестиций более чем в 100 миллиардов рублей. Их диапазон более чем широкий, начиная от межрегиональных и международных сотрудничеств, заканчивая созданием промышленных объектов и крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, связи и жилья. Наверное, из таких знаковых, особо примечательных, это соглашение по погранпереходу Джалинда. Это крупный инфраструктурный, логистический проект, который позволит решить республике свои задачи в плане вывоза продукции. Это добавит около 10 миллионов тонн в год вывоз угольной продукции, железной руды, леса, пиломатериалов. На пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Так звучит девиз форума этого года, который пройдет с 10 по 13 сентября. И видя результаты прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что Восточный экономический форум для Якутии – одна из важнейших площадок для успешного развития и процветания во многих аспектах. Петр Васильев, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск.